Древние поселения, обнаруженные археологами под слоем земли, относятся к 5-му тысячелетию до нашей эры. Специалисты полагают, что проживали в нем в основном оседлые земледельческие племена. За время работ было обнаружено более 200 различных предметов быта. Но по оценкам ученых, самой сенсационной является находка, которой более 6000 лет. Это глиняная статуэтка богини плодородия. Сегодняшняя находка, да, она венчает наши раскопки в какой-то степени, поскольку находка, можно сказать, уникальная. До сих пор в ареале культуры, вот эта культура Болград-Алдень, поселение, которое мы сейчас исследуем, подобных находок еще не было. Мы считаем, что они специально утолщали бедренную часть, чтобы передать плодородие. То есть, как известно, женщина с крупной тазобедренной частью, да, это плодородная женщина, всего плодородия. Земледельцы плодородие ценили. Вот это еще одна нога. То есть оно вот так все было, да? Вот, даже вот, примерно так. Такой его примерный профиль. Плюс тут очень интересно. Тут руки подняты вверх. Это так называемая поза аранта. То есть поклонение чему-то. Второе, тут имеется орнамент в виде врезных линий. Таких. Тоже что-то означает. Вот, спирали такие и так далее. Руки приподняты вверх. Вот голова передана таким защипом. Проколами обозначены глаза. Тут опять какие-то проколы. То есть вполне возможно она подвешивалась. Ну, она еще грязная. Вот, вполне возможно подвешивалась. Это тазобедренная часть и ноги. После реставрации она будет выглядеть так более подобающим образом. Находка археологов стала приятной новостью для жителей села Чалык. Местная администрация приняла решение открыть в селе музей, где будет храниться часть обнаруженных артефактов. Я думаю, что весь юг Молдовы интересно будет знать о том, что вот именно в нашем населенном пункте жили так давно люди, занимались сельскохозяйственными работами, как и сегодня мы продолжаем заниматься, вели какую-то деятельность. По словам археологов, деревня состоит примерно из 12 жилищ из обожженной глины, в которых жили первые земледельцы степной зоны. Пока удалось откопать только 2 дома. Люди той поры, прожив 50-70 лет на этой стоянке, зачастую сжигали свои селения и уходили в поисках новых земель. Стоимость данных раскопок составила 15 000 евро. Деньги на проект выделил Институт археологии Германии.